извините. Джемилев прогнозирует столкновения, возможные конфликты, драки между народом. Вы знаете, вот как в прошлом году вот тоже такие же, так сказать, такие же угрозы, такие же истерики, да, они звучали оттуда, отсюда, слева и справа. Но вот ход митингов, двух митингов, вот представьте, да, такая была очень непростая ситуация в прошлом году. Тем не менее, как бы разума хватило прежде всего у простых людей, которые пришли именно скорбеть в этот день. Но и все-таки разума хватило у политиков, чтобы не доводить противоречия политического характера до конфликта прямого. Вот так вот. Тем более в этом году, извините меня, у власти достаточно сегодня сил, достаточно воли и достаточно возможностей для того, чтобы обеспечить полный порядок в эти дни. И поверьте мне, такой порядок будет обеспечен. Я хочу буквально одну ремарку по этому поводу сказать, хотя тема нашей пресс-конференции совсем по-другому, но если вопросы пошли в этом плане, я хочу сказать, что сегодня мнение господина Мустафы Джемилева отличается от мнения всего народа. Если Мустафа Джемилев думает, что там будет скандал, это его право, пусть он так думает. Народ сегодня думает по-другому. Народ уже сам начинает брать свою судьбу в свои руки. Он уже не хочет, чтобы его судьба была в чьих-то руках и, к сожалению, не очень порядочных. Понимаете? Никаких драк не будет, это будет скорби и так далее, и так далее. Мы и есть народ. Это раньше за счет нас вот эти все, грубо говоря, бардаки устраивались. От чего стоит, я говорю, я приносил уже от лица нашей организации извинения общественности Крыма, что произошло в Артените. Все это время прошло. Все, мы и есть народ, никаких драк не будет. Мы хотим жить совместно со всеми народами здесь мирно, созидать, сажать деревья, строить дома и так далее. Мы не хотим воевать ни с кем. Ни внутри, ни снаружи. Внутри мы разберемся. Со всеми придет время. Кто, если нам устраивала ситуация. А мы не дадим расколоть никому наш народ. Ни на левых, на правых. Мы всегда были едиными. И в этом наша была сила. И даже есть некоторые эмиссары, которые хотят, одев как в маску крымского татарина, а неся другие идеи совершенно в нашу среду крымско-татарскую, мы сегодня эти маски будем срывать. И никому не позволим делить наш народ. И тем более, чтобы началась какая-то гражданская война внутри.